Коллеги, год назад мы здесь встречались, и мою презентацию сегодняшнюю я хотел бы связать с презентацией прошлого года. Год назад я в завершении своего выступления рассказывал о том, что Русгидро становится председателем на 1 год, председателем глобального энергетического партнерства устойчивого развития GSEP, Global Sustainable Electricity Partnership. Вот год прошел, и буквально меньше месяца назад в Москве прошел саммит глобального энергетического партнерства, которым завершился год председательства Русгидро. И, собственно, я бы хотел сегодня в своем докладе поделиться с вами результатами и вообще, собственно, немножко рассказать о тех дискуссиях, которые проводились в Москве, которые проходили в Москве в ходе этого саммита, где в них принимали участие председатели правления или их заместители вот этих уважаемых компаний, чьи логотипы вы видите внизу, а чьи, собственно, лица вы видите наверху на фотографии. В основном разговор и в основном наше общение в ходе этого саммита было посвящено как раз энергетическим системам нового поколения. Собственно, что сподвигло к такому разговору? Становится ясно, что те энергосистемы, которые существовали 100 с лишним лет уже в мире, они сегодня явно устарели по своей конструкции, и мы вынуждены переходить к новой парадигме, и, в общем-то, вся сегодняшняя конференция, она посвящена этому. Мы говорим про развитие возобновляемой энергетики в изолированных системах, про то, как можно эффективно развивать изолированные системы, про то, как можно интересно их связывать с крупной энергетикой. Да? То есть это, в общем-то, сама дискуссия, которой лет 20-30 назад и не велось. И сегодня во всем мире мы видим изменения именно в эту сторону. Да? То есть все понимают, что что-то надо менять. И вот, собственно, несколько основных тенденций, которые отличаются сегодня от того, что было раньше. Ну, прежде всего, действительно, если раньше просто нужна была энергетика и строились новые станции, то сегодня мы чаще говорим про энергоэффективность, про энергосберегающие технологии. И, в общем-то, энергетики уже давно обратили внимание, что глобального роста потребления электроэнергии больше не будет. Ну, пожалуй, единственный тренд, который еще впереди весь мир ожидает, это развитие электромобилей. Все остальное сейчас говорит о том, что будет только снижаться, ну или как минимум оставаться на прежнем уровне. Производство электроэнергии, да, если раньше концентрировались больше на крупных проектах, то сейчас все чаще предпочтение отдается мелким проектам распределенной энергетики или более локальным объектам. Ну и крупные, естественно, остаются, но уже намного жестче они оцениваются по характеристикам. Потребители сейчас стали играть существенную роль практически становятся участниками рынка, участниками энергетических рынков, являясь одновременно и поставщиками и оказывая существенное влияние на самих производителей электроэнергии. Вот. И, естественно, цена становится существенным фактором, поскольку появляются альтернативы, есть из чего выбирать. И также в силу такого разнопланового развития энергосистемы, в силу развития возобновляемой энергетики, система становится, сильно меняется баланс энергосистем. И отдельный аспект, о котором хотелось бы рассказать чуть дальше, это как раз дисбаланс энергетики по миру, как географически, так и во времени. Ну, собственно, все эти факторы приводят к тому, что председатели крупнейших энергокомпаний мира собираются и тратят день на обсуждение, что же с этим делать. Действительно, картина в мире меняется. Вы, наверное, знаете странные факты, что в прошлом году в Европе цены на рынке были аж до минус 100 евро за мегаватт-час. То есть генераторы были вынуждены доплачивать
в отдельных часах, доплачивать за то, чтобы рынок покупал у них электроэнергию. Ну, собственно, все это, вот, на мой взгляд, однозначно говорит о том, что что-то надо делать и что-то надо менять. И как раз распределенная энергетика – это одно из решений, о чем я сейчас кратко скажу. Для начала быстро пробегусь по статистике. Я уже сказал о том, что не вызывает сомнения наличие дисбаланса. Действительно, этой картинке мы видим, что основные производители энергоресурсов не совпадают с основными производителями электроэнергии, и мы видим статистику, которую нам к саммиту подготовили наши коллеги из PricewaterhouseCoopers, статистика по перетокам угля, статистика по перетокам электроэнергии по миру и по перетокам энергоемкой продукции. Да, собственно, вот это вот три варианта, как сегодня мир решает проблемы дисбаланса. То есть либо перевозить энергоресурсы, либо перевозить электроэнергию, либо перевозить продукт, энергоемкий продукт, который производится из этой электроэнергии. Ну, кстати, собственно, и здесь, на Дальнем Востоке, такие же, собственно, все эти три варианта присутствуют, и в частности, и партнерство с недавно подписанный контракт с Японией, с компанией Kawasaki по производству водорода, да, это как раз тоже вариант использования экспорта не электроэнергии, а экспорта энергоемкого сырья, энергоемкой продукции. И эти факторы, и те вопросы, которые сегодня стоят, и те изменения, которые в мире происходят, они приводят нас к тому, что все-таки энергосистемы следующего поколения – это адаптивные энергосистемы. Не хотел бы использовать слово Smart Grid, но, тем не менее, это тоже один из важных элементов того, как мир будет выглядеть в будущем. Мы такую картинку общую нарисовали, которая сильно отличается от того, как энергосистемы выглядели раньше, да и, собственно, в большинстве случаев выглядят пока еще сегодня, когда есть генераторы, сети и потребители. Сегодня, завтра будет все уже не так, и, в общем-то, вся наша конференция посвящена отчасти и этому, да, когда отдельный поселок становится сам себе и генератором, если он изолированный, то это понятно, но если он подключается в сеть, то возникают перетоки в разные стороны, и накопители энергии – это тоже один из крайне важных элементов здесь. И, на наш взгляд, основные новые решения, которые будут сейчас развиваться, и что, опять же, подтвердила позиция крупнейших энергокомпаний мира, это направленность вот на эти решения, которые здесь на странице указаны. Это прежде всего накопители энергии, это интеллектуальные сети, это энергокластеры и линии на сверхбольшие расстояния, естественно, сверхвысокого напряжения. И, конечно же, это гибкие системы распределенного производства энергии, прежде всего возобновляемой энергетикой и именно распределенной энергетикой. И вот этот тренд в сторону распределенной энергетики, он сегодня очень силен, и это подтверждается в том числе и последними опросами. И я бы хотел на последних слайдах привести выдержки из доклада, который прозвучал на этом же саммите, из доклада партнера PricewaterhouseCoopers, который показывал нам результаты своего последнего опроса, который PwC провела в 2013 году в мире. И я несколько страничек у него оттуда с презентации стащил. Презентация была на английском, частично я их здесь перевел, но если что-то... Вот посмотрите, две красивые картинки. На левой картинке индекс, ну, грубо говоря, индекс стоимости, биржевой индекс стоимости и по европейским компаниям, на правой по американским. Картина в целом одинаковая. На правой части мы видим кредитный рейтинг. Вот смотрите, в 2011 году не осталось ни одной энергокомпании в Америке не просто с рейтингом 3А, даже с рейтингом АА. И большинство компаний резко снижается в стоимость и резко ухудшают свой кредитный рейтинг, поскольку вот те старые системы, та потребность в изменениях, которую сегодня мы видим во всем мире, да, она еще пока, ну, то есть явно что-то надо менять. И это вызывает серьезные опасения, серьезную озабоченность в среде энергетиков, понимая, что картина должна измениться. Как же она может измениться? Вот результаты опроса
Причем опрос проводился, опять же, по крупнейшим компаниям, там была достаточно широкая выборка, там более, я честно говоря не помню, какое количество компаний, но это сотни участников этого вопроса. Как, на ваш взгляд, будет выглядеть ваш энергорынок в будущем? На английском языке вот эти три разных цвета. Левая часть, красный цвет, это просто крупная генерация крупного масштаба, средняя, так на картинке получается розовая часть шкалы, это смесь, сочетание крупных станций и распределенной генерации, и правая часть оранжевая, это распределенная генерация. Обратите внимание, что практически только в Африке респонденты считают, что будет существенная доля именно крупных станций, в основном и в Южной Америке. Да, в основном по миру считается, что будущее за правильным сочетанием систем распределенной генерации и крупных станций. Очень интересный вопрос был задан и хороший получен ответ. Распределенная генерация – это угроза или это перспектива, возможность что-то сделать? И несмотря на то, что тут действительно уникальная позиция у Северной Америки, она там по многим параметрам уникальная, которая считает, что распределенная энергетика это больше угроза, относительно. В основном мир считает, что распределенная энергетика, за ней будущее. Это возможность и для потребителей, и для энергокомпаний. Напомню, что это опрос среди энергокомпаний. Это именно то, куда все сейчас смотрят и куда все энергокомпании идут. Заодно привел справа просто интересную картинку, оценка, какие технологии ВИА к 2030 году не потребуют тарифных изменений и будут самостоятельно выживать и смогут действительно быть самодостаточными, да, без какой-то господдержки. Прежде всего, скажем так, да, ниже всего оцениваются перспективы для приливной энергетики и для офшорного ветра. Больше всего считается, что ожидается прорыв в части солнечной энергетики, как локальной, маленькой, так и для крупных станций. Но обратите внимание, что даже по самому плохому результату, это все равно 66% участников считают, что даже эти технологии через 15 лет уже станут самоокупаемыми, не требуя никакой дополнительной поддержки. И последний слайд, которым я хотел бы закончить, возвращает нас опять впрямую к теме конференции сегодняшней и к распределенной энергетике, хотя, конечно, не столько изолированной энергетики, но поскольку здесь все профессионалы в области распределенной энергетики, да, процент энергокомпаний, считающих, что вот этот новый тренд, этот набор технологий заставит изменить что-то в их бизнес-модели. Таких компаний подавляющее большинство в Америке и в целом по миру 57% энергокомпаний, отвечающих на этот опрос, считают, что да, распределенная энергетика – это то новое, что невозможно оставить без внимания, что будет в наибольшей степени менять бизнес-модель, менять вообще перспективы, менять то, как будет выглядеть наша энергетика и наша энергосистема в будущем. На этом я свой доклад закончу. Хотел бы присоединиться к пожеланиям Сергея Николаевича, пожелать успеха участникам этой конференции. Крайне интересные доклады ожидаются дальше и работа по сессиям. И действительно мы видим колоссальный интерес и существенный прогресс в этом направлении, и прежде всего в Якутии. Спасибо большое. Спасибо.